Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Это Юрий Мацарский и Прайм Мацарский. Сегодня вместе со мной по скайпу эту программу будет вести Евгения Андриюк, правозащитница, советник по правам человека во Всемирной организации против пыток. Евгения, добрый день. Надеюсь, вы меня видите и слышите. Приветствую вас, Юрий. Да, хорошо вас вижу и слышу. Очень здорово. Я хочу вам сказать, что без вас, конечно, не разобраться. Я попросил Евгению сегодня подключиться к нам, потому что есть там огромная масса вопросов, огромная масса историй, разобраться в которых нам поможет только специалисты. Вот Евгения как раз тот специалист, который может нам помочь во всем этом разобраться. Вопросы касаются, конечно, юриспруденции, вопросы касаются самых разных судебных историй. Ну вот начать я хочу с иска России к Украине, который направлен был в Европейский суд по правам человека. Там речь идет о 10 категориях претензий, которые Россия выдвигает к Украине. Там, если мне память не изменяет, есть и сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе, есть и какие-то истории, связанные с тем, что Россия считает, что где-то в Украине недостаточно прав предоставляют национальным меньшинствам и так далее. Хочу вот разобраться и с этим иском, и с тем, почему ему именно в ЕСПЧ отправили. Евгения, что это за иск такой? Чего Россия конкретно требует от Украины, отправляет этот иск в ЕСПЧ? Да, то есть на самом деле все это связано с такой процедурой межгосударственных исков, которая на самом деле в Украине уже хорошо знакома еще с 2014 года из-за исков, которые Украина подавала против России, и в том числе ряд из них вот в течение последнего года рассматривается или были приняты решения. Да? То есть я напомню про общий контекст. Украина подала порядка 8 исков, мне кажется, был 9 в этом году, которые объединены в 3 таких больших категории. Одна категория касается Крыма, одна касается Донбасса и одна касается в основном сбития Боинга, и это совместный иск Украины и Нидерландов против России. И на самом деле это как бы стратегия, принятая Украиной такой юридической войны с 2014 года, и поэтому важно понимать, что российский иск — это ответ в первую очередь на эти юридические действия Украины, которые довольно успешны. Я напомню, что в этом году Европейский суд принял решение о том, что Россия, о иске по Крыму, о том, что у России была юрисдикция в отношении Крыма, начиная с 27 февраля 2014 года, то есть задолго до проведения так называемого референдума. И по Донбассу будет подобное рассмотрение осенью этого года. И плюс, думаю, тоже тот процесс, который мы обсудим, довольно активно и успешно идет процесс в Нидерландах по крушению малазийского Боинга. Все эти процессы, с того, как они сейчас идут, они подтверждают как бы правоту юридическую и в целом правоту Украины, и то, что, очевидно, Россия нарушает свои обязательства. И я вижу иск России, естественно, как какая-то попытка затянуть те рассмотрения, которые сейчас уже идут, и попытка якобы представить какую-то свою правду или попытаться, да, там, проявить свою инициативу, потому что все иски сейчас были против России. Вот это впервые Россия в целом первый раз подала иск против какой-то страны в Европейский суд. Такого не было. Это первый российский иск. И тоже важно понимать контекст, что это произошло на фоне передачи функций представительства в Европейском суде от российского Минюста в российскую генпрокуратуру. И это вот один из первых шагов, которые российская генпрокуратура сделала, подав этот иск. На самом деле, правда, иск касается совершенно разных событий. То есть есть события, как вы, Юрий, правильно сказали, которые происходили на территории Украины. Там, если я не ошибаюсь, есть и события во время Майдана, во время революции достоинства, и события в Одессе. Есть вопросы, связанные якобы с дискриминацией русскоязычного меньшинства, но также есть вопросы, связанные с военными действиями. В частности, Россия заявляет о том, что Украина обстреливала
в том числе территории России, и из-за этого нарушила права человека. И в том числе важный для зрителя ТР вопрос, то что там в том числе поднимается вопрос о обеспечении водой Крыма и о блокировании канала, и о том, что якобы это тоже является нарушениями прав человека. То есть складывается ощущение, что Россия как бы собрала все, что так или иначе они могли собрать, А есть и что-то вот, подали это в суд. я прошу прощения, что я вас перебиваю, есть что-то вот действительно, что можно сказать для России самое важное в этом иске? Что, может быть, все остальное, там, я не знаю, какой-то такой юридический спам, в котором хотели бы запрятать что-то, что вот России больше всего надо. Ну, я предположу, может быть, там добиться какого-то решения по воде в Крым. Или здесь все такое равнозначное, и на самом деле, подавая этот иск, Россия в реальности и не рассчитывает на то, что хотя бы какой-то из его пунктов будет удовлетворен. Это хороший вопрос. Одну вещь, которую я не успела сказать, это тоже там есть вопрос о малазийском Боинге, о крушении, о том, что якобы из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство, Украина тоже несет ответственность за это. И то, что можно сейчас сказать однозначно, этот иск явно довольно низкого юридического качества, и это тоже довольно удивительно, честно говоря, потому что обычно Россия все-таки подает юридические довольно качественные документы, и вот, например, процесс в Международном суде ООН, который идет тоже Украина против России, мы видим, что российская сторона как бы готовится качественно, и часто это споры не вокруг фактов, часто тоже вокруг интерпретации юридических норм, которые неясны, и на которых Россия часто играет довольно профессионально. Этот иск подготовлен очень непрофессионально. Опять же, я думаю, это много освещалось, что иск был подан на русском языке, хотя как бы это совершенно не по процедуре, и суд обязал перевести на английский документ. То есть как бы начиная от таких мелких вещей, заканчивая более содержательными. В ряде мест позиция юридическая очень слабая. То есть, например, про якобы обстрелы российской территории. Эти аргументы противоречат позиции России, с которыми они выступают в других делах, в том числе в иске Украины против России. Мне кажется, что общая задача в целом просто растянуть время и рассмотрение исков, которые уже рассматриваются, и в том числе, возможно, повлиять на процесс, который сейчас идет в Нидерландах по малазийскому Боингу. Потому что, честно говоря, я как бы не могу поверить, что специалисты на самом деле всерьез могут рассчитывать на то, чтобы серьезно добиться чего-то с этим иском. То есть я могу ошибаться, какие-то пункты могут быть более сильными, но очевидно, что большинство из них довольно слабые, с довольно слабыми доказательствами и аргументами. Хочется все-таки еще понять. Вот мы видим этот иск, в нем есть там куча претензий к Украине, там 10 категорий, а в каждой категории еще какие-то бесконечные подкатегории. А что Россия хочет? Чтобы Украина сказала, да, мы типа тут, значит, едим русскоязычных младенцев на завтрак, мы, значит, такие злые, плохие, как вы нас рисуете, и все, и на этом успокоились бы все. Или Россия хочет, чтобы там, я не знаю, вообще какое ее дело, что происходило в Киеве на Майдане или в Одессе в Доме профсоюзов? Почему вдруг Россия здесь начинает какие-то претензии предъявлять к суверенному государству? Ну, хороший как бы вопрос, и вопрос того, что происходит манипуляция тоже, почему это делается сейчас, в 2021, а не, например, в 2014, если правда была такая беспокойность. То есть, с одной стороны, есть юридическая возможность в целом заявлять о нарушении прав человека в другой стране. Да, и это как бы одна из основ современного международного права, что права человека не являются внутренним делом этой страны. То есть, с одной стороны, опять же, то, что мы наблюдаем в соседней с Украиной Белоруссию, да, разные страны пытаются заявлять, или идет обсуждение возможных судебных процессов, того, что происходит внутри Беларуси. Но как бы это факт, что это не является делом только этой страны. Поэтому, с одной стороны, как бы есть юридическая возможность. С другой стороны, есть довольно много дальше вопросов в связи с тем, что на международный уровень выносятся вопросы прав человека, когда страна не рассматривает и не справляется с этим эффективно внутри страны. То есть то, что по делам по Майдану, по делам по Одессе Украина проводит свое расследование и идут свои процессы. То есть я думаю, что Европейский суд вряд ли признает эти процессы неэффективными. Как бы это одна часть дела, и тут как бы две стороны, теоретическая и практическая.
И опять же мы возвращаемся к вопросу, почему и что будет самым важным для России. Кроме самого иска был подан так называемый запрос о временных мерах, о срочных мерах. Это если, когда страна просит суд вынести решение о каких-то вот тех нарушениях, которые идут. И два запроса было. Это касалось образования на русском языке, и это была вода в Крым. Это было два запроса, которые суд отказал в этом, сказав, что в этом нет никакой там срочности, необходимости, угрозы жизни и здоровью. Это как бы тоже такой важный момент. Ну и последнее, что как бы Россия хочет, ну как бы как официально, как во всех исках о нарушении прав человека, это вопрос того, чтобы запрос к суду, чтобы суд сказал, имеют ли место такие нарушения, и если они имеют, это всегда вопрос компенсации. Да, и тут не знаю, опять же, насколько Россия прям хочет серьезно добиваться каких-то финансовых компенсаций, хотят ли они покрыть те возможные компенсации, которые они будут обязаны платить, это срочный вопрос, да, но официально это всегда прекратить нарушение, провести расследование, выплатить компенсацию. Это же какое-то просто иезуитство. Они захватили, они убивали, они устраивали провокации, они устраивали просто какие-то волны пропагандистских каких-то операций по разжиганию, по раздуванию ненависти. А теперь говорят, а это все делала Украина, давайте платите компенсации, давайте кайтесь в том, что, собственно говоря, Россия это и сделала. Есть ли смысл в этой ситуации подавать какой-то встречный иск? Не знаю, какая-нибудь апелляция, возможно. Как вообще действовать сейчас, вот по-хорошему, по уму, как должна действовать сейчас Украина? Украина должна, я уверена, будет участвовать просто в этом процессе, то есть предоставлять свои доказательства и свои материалы. Я уверена, что по ряду вопросов это будут те материалы, которые уже предоставлены в суд по крымскому и по донбасскому делу условно. И я уверена, что Украина будет вести себя грамотно. Представитель Украины при ЕСПЧ Иван Лощина, как бы его офис на самом деле очень эффективно ведут работу по тем искам, которые уже поданы. Я уверена, они смогут тоже выработать хорошую стратегию. То есть вопрос как бы это участвовать и предоставлять материалы со своей стороны, потому что до сих пор Украина довольно успешно это делает. То есть мы видим по крымскому так называемому делу, да, что предоставленный материал, украинская юридическая позиция была намного сильнее, потому что, к сожалению, это реальность в судах, это часто не настолько важно, как бы это не реальность, которая происходит, а это то, как стороны смогут представить доказательства и документы. И из того, как Украина сейчас себя ведет в Европейском суде по межгосударственным искам, Украина представляет эту картину довольно четкую и все доказательства. Да, в то время как у России очень как бы это не полная картина, это противоречащие себе факты, это доказательства несущественных каких-то вещей. И я думаю, что как бы если Украина будет дальше эффективно работать и участвовать, то, конечно, это все проявится. Другой вопрос, что это опять же оттягивание ресурса и времени, да, с тех процессов, которые идут. То есть Европейский суд все равно будет иметь дело последовательно, да, то есть они начали в рамках как бы с тем, как вот работает. То есть была первая подана по Крыму жалоба, ее рассмотрели, сейчас запланировано рассмотрение, оно не отменится, рассмотрение донбасской жалобы. Просто это как бы будет следующее, это будет опять же просто нагрузка на украинское представительство при ЕСПЧ, которое будет обязано участвовать в этом процессе и предоставлять материалы. То есть получается, что это прям такая целенаправленная политика российских представителей забросать украинских представителей работой, чтобы им сложнее было ориентироваться в бесконечных судебных процессах, чтобы они запутались, может быть, устали и там несколько ослабили хватку, несколько их внимание было рассеянным. Я думаю, это просто и вопрос того, что Россия в какой-то момент правительство осознало, что они проигрывают эти юридические процессы, да, и мы тоже не раз говорили в эфирах про то, что с одной стороны, казалось бы, Россия часто нарушает как бы все возможные там права и соглашения, но с другой стороны, это как бы удивительно, что в какой-то момент, тем не менее, все равно Россия говорит о том, что они соблюдают международное право, и, например, процесс по отношению моряков, захваченных, которые были военнопленными, в итоге
не напрямую, но Россия все равно выполнила решение трибунала, да, по морскому праву. Решение ЕСПЧ, так или иначе, которое он выносит в отношении России, Россия в целом с большего выполняет. Есть всегда несколько исключительных дел. Будет сейчас вопрос, будет ли Россия как выполнять решение Грузия против России, да, которое в целом как бы было в пользу Грузии. Поэтому как бы есть с этим вопросы, но все равно в какой-то момент, и это как бы удивительно, Россия все равно серьезно относится к этим процессам. И мне кажется, это решение, попытка как бы ответа, попытка якобы там переиграть Украину в этой как бы такой юридической войне, да, как мы ее называем. И я бы, честно говоря, сам даже факт этого иска видела как уже определенное достижение Украины, да, то, что Россия решила пытаться как-то серьезно противодействовать, но опять же это всегда вопрос как бы это все равно вопрос фактов. Ну, невозможно в суде полностью переделать то, что происходит в реальности. И опять же, такие очень большие процессы, которые идут, ну, как бы невозможно о них врать. Как бы, когда есть свидетели, когда есть сотни, тысячи людей, которые это видели, ну, как бы невозможно полностью придумать новый нарратив и рассказывать какие-то совершенно там сказочные истории, да, про то, что есть. Но, опять же, я повторюсь, это интересный поворот. Обычно мы говорили про все эти судебные процессы со стороны Украины, мы всегда их разбивали, рассматривали, какие есть суды, как они ведут. И вот как бы впервые Россия проявила свою инициативу. И это интересно как бы в рамках того, что Россия, наоборот, всегда критикует Совет Европы, угрожает тем, что она выйдет там или ее выгонят, да, но это как бы использование этих механизмов говорит о том, что ну, они соглашаются играть по этим правилам хоть какое-то время, пока будет рассматриваться иск, они не выйдут из Совета Европы, да, то есть это все равно как бы для меня тоже вопрос того, что часто говорят, это там ерунда, зачем там эти юридические механизмы, все равно Россия делает, что хочет, но как бы для меня вот это лишний раз подтверждает, что не совсем все так, да, что все равно есть какие-то обязательства, которые по каким-то причинам государственные органы решают воспринимать всерьез. Как долго может продлиться рассмотрение этого самого иска, этой претензии России к Украине в Европейском суде по правам человека? Это будет довольно долго, то есть я думаю, это будет не меньше 5 лет. Есть две как бы стадии. Первая стадия будет такая общая стадия о юрисдикции, то есть имеет ли право в целом ЕСПЧ рассматривать этот вопрос, и, возможно, какие-то из этих 10 пунктов сразу будут отсеяны на этом этапе. То есть, например, если Европейский суд решит, что Украина проводит свои эффективные расследования по каким-то из этих действий или еще что-то, то есть часть может быть отсеяна на том этапе, и дальше через несколько лет будет этап уже по содержанию. Но опять же сейчас я думаю, что у Европейского суда будет довольно большая загрузка по межгосударственным жалобам. С одной стороны, есть украинские жалобы, с другой стороны, есть, например, жалобы Армении против Азербайджана, Азербайджана против Армении, Армении против Турции. То есть по конфликту в Нагорном Карабахе есть жалобы. То есть сейчас тоже такой определенный, ну не то чтобы бум, но есть целый ряд жалоб, которыми в том числе будет заниматься Европейский суд, и это будет занимать довольно много времени. А вообще Европейский суд по правам человека — это эффективный инструмент вот по действительно по восстановлению поруганных прав? Или это ну, просто скорее какая-то символическая история? То есть есть два способа, две возможности, как работать с ЕСПЧ. Это межгосударственные жалобы, о которых мы говорили до этого, но это на самом деле не самый распространенный, да, механизм. То обычно, как мы знаем и говорим о ЕСПЧ, это все-таки индивидуальные жалобы. И, конечно, это один из самых эффективных инструментов защиты прав человека, который сейчас мы знаем, потому что Европейский суд выносит обязательные решения, и так или иначе большинство стран их выполняет. И как бы большой недостаток в обоих процессах — это время, то есть это всегда занимает довольно много времени рассмотрение в ЕСПЧ жалобы.
ЕСПЧ пытается проводить реформу, пытается менять это, особенно по индивидуальным жалобам, чтобы рассматривать быстрее те, которые более срочные, или те жалобы, которые типичные, да, там, например, в той же России признаны нарушения в пенитенциарной системе, их пытаются рассматривать как общие такие потоковые дела. Но это всегда как бы большой вопрос времени. С другой стороны, то, что сейчас активно используется, это интересно, вот это правило 39, правило срочных мер, когда суд может вынести просто решение, ну, обычно это решение там всем сторонам прекратить нарушение, воздержаться от каких-то мер. И это то, что действует быстро, и это часто в том числе, почему иногда ЕСПЧ как бы хорош в срочности. Да? То есть, например, в индивидуальных случаях человек задержан, и у нас были такие случаи и по Крыму, у человека плохое здоровье. Подается иск в ЕСПЧ по правилу 39 с просьбой как бы призвать государство освободить человека, потому что он не может содержаться в заключении из-за плохого здоровья. И ЕСПЧ выносил такие решения в ряде случаев. Это, конечно, довольно сильное решение, которое можно получить в короткие сроки, но дело дальше будет рассматриваться по существу. То же самое по межгосударственным искам. Мы просим этих срочных мер, то есть, например, опять же, в другом контексте, в контексте Карабаха сейчас идет большой вопрос, особенно о армянских военнопленных, задержанных в Азербайджане. И Европейский суд там не просто выносит решение, даже является одним из таких достоверных источников информации, то что у них есть хоть какие-то цифры о количестве задержанных людей, им подают все эти данные, да, и они как бы принимают решения. И на самом деле вот как бы в моей работе ЕСПЧ иногда является даже источником, одним из источников такой достоверной информации. Поэтому, как бы, на мой взгляд, несмотря на все минусы, конечно, сейчас ЕСПЧ является одним из самых эффективных судов, одним из самых эффективных средств для защиты прав. А насколько обязательны к исполнению решения Европейского суда по правам человека? Почему я спрашиваю? Потому что в той же России, насколько я понимаю, поменяли законодательство таким образом, чтобы, ну, в случае, если там захочет верхушка российская военно-политическая, тогда будут принимать во внимание решения международных судебных инстанций. Не захотят, не будут принимать. В связи с этим это получается, что теперь далеко не на все страны будут распространяться решения ЕСПЧ. Нет, решения ЕСПЧ обязательные, и они обязательны для всех стран, которые входят в Совет Европы. И, ну, то есть тут нет никаких там уловок. Решения обязательны к исполнению, потому что, например, система ООН, когда мы говорим, там решения комитетов имеют рекомендательный характер, и там можно как бы больше пространства для маневров. Здесь и решения обязательные. Если решение не исполняется, то тогда соответствующие меры должен принимать Совет министров, то есть такой исполнительный орган Совета Европы. Ну, конечно, в Совете Европы, как и в других международных организациях, нет ни армии, ни полиции, никакой международный спецназ не прилетит в Россию, не заставит их выполнять решения. Но, тем не менее, как бы это то, что есть. Принятое законодательство, как, например, в России, как бы оно незаконно с точки зрения международного права, верховенства за международным правом и принципами, и государство обязано выполнять эти решения, несмотря на свое национальное законодательство. То есть с точки зрения международной это законодательство ничего не меняет. Россия все равно обязана выполнять эти решения. Конечно, если они не будут этого делать, будет расти все больше эта пропасть, будет все опять же становиться все больше эти вопросы, что делать с государствами, которые не выполняют этих обязательств. И, конечно, это будет все больше приводить к такому разрыву и конфликту между западноевропейскими странами, Евросоюзом, между Россией, которая, ну, как бы иногда мне кажется, что этот конфликт только нарастает, да, и мы видим это в юридической сфере. Иногда кажется наоборот. Но, опять же, чем больше Россия будет отрицать эти общепринятые правила игры, тем больше будет эта пропасть между как бы двумя сторонами. Вы несколько раз сегодня упоминали иск Украины к России в ЕСПЧ, связанный с Крымом. Там несколько месяцев назад ЕСПЧ вот признал, что Россия по большому счету контролировала ситуацию в Крыму задолго до вот этого вот бандитского так называемого референдума, а в Украине, в том числе в МИДе Украины, это решение уже назвали первой победой на пути к установлению справедливости. А на самом деле, ну признали, да, это очевидная была история, что российские военные, российские спецслужбы, какие-то российские провокаторы там действовали
Россией и, по большому счету, взяли на себя управление полуостровом еще задолго до того, как начались все эти там референдумы, так называемые. В чем смысл-то этой юридической победы? Это действительно победа? Ее как-то можно в дальнейшем использовать в деле деоккупации Крыма? Ну, в каком-то смысле, да, на самом деле это победа, то есть потому что как бы было два сценария, то есть Россия не отрицала свой контроль, то есть сейчас вот рассматривался этот вопрос юрисдикции, то есть дело по Крыму еще не рассматривалось по существу, и Россия не отрицала своего контроля, как они отрицают на Донбассе, но они говорили, что их контроль начался с так называемого референдума. Украина как бы отрицала, и украинская позиция была, что российский контроль начался в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, что, правда, как бы соответствует фактической ситуации. И вопрос был, что если бы ЕСПЧ сказал, что контроль начался с 18 марта 2014, то все события, которые произошли между 20 числами февраля и 18 марта, это была бы ответственность Украины, и Россия бы не несла ответственность. А как мы знаем, что многие нарушения прав человека, особенно самые такие серьезные, самые жестокие, происходили именно в этот период. Но ЕСПЧ решил, что контроль России начался с 27 февраля, поэтому как бы Россия будет нести ответственность за все, что происходило как бы начиная с 27 февраля. Конечно, как бы в политической сфере говорили о том, что ЕСПЧ таким образом там признал, не признал так называемый референдум. Я бы не говорила прямо о таком, просто все ЕСПЧ все-таки рассматривает вещи, связанные с правами человека, и они как бы никаким образом не имели никаких намерений давать любые оценки референдуму. Их вопрос был о контроле. Конечно, косвенно это имеет определенное значение. В практическом смысле уже это решение является позитивное для индивидуальных жалоб, то есть у нас есть много индивидуальных тоже жалоб по Крыму против России, которые, некоторые из них были заморожены, пока не будет принято это решение. Да, например, если жалоба подана о событиях, которые произошли там 1 марта, да, ЕСПЧ сейчас не рассматривал эти дела, ожидая решения по межгосударственному иску. Сейчас эти дела могут быть рассмотрены. Я надеюсь, что ЕСПЧ пустит дальше их в процедуру, вот те, которые были заморожены. С другой стороны, те дела, которые касаются бизнеса или инвестиций, могут, опять же, если против них были какие-то нарушения в этот период, они тоже сейчас могут подавать в арбитраж и могут таким образом отстаивать свои права. И это был такой подвешенный вопрос. Сейчас это первое решение такое юридическое, которое поможет. С другой стороны, есть, конечно, то, что, например, меня беспокоит, то, что принято решение с 27 февраля, 26 февраля 2014 года. Как я думаю, особенно зрители АТР это знают и помнят, был большой митинг, в результате которого в том числе несколько человек погибло. И по этому решению ЕСПЧ это обязанность Украины провести это расследование, и в том числе это была ответственность Украины, связанная, да, с этим митингом, там, порядком и всем. И как бы для меня это имеет и такую сторону, что это признано обязанностью, ответственностью Украины, конечно, провести какие-то расследования эффективные сейчас будет довольно сложно. Так и касаемо других событий, которые были до 27 февраля. Но, тем не менее, там, для государственных интересов Украины, конечно, это положительное очень решение. Евгений, скажите, пожалуйста, а в чем вот сама суть иска Украины к России? Вот сейчас есть какой-то промежуточный итог. В ЕСПЧ признали, что Россия обманывала их, рассказывая о том, что там был честный референдум, по итогам которого вот туда Россия-то и пришла. Вот мы это знаем. А чего добивается в целом Украина от России в ЕСПЧ? То есть сейчас просто то, что признано, сейчас суд признал, как бы принял решение сами себе, с какого момента они будут рассматривать всю ситуацию. То есть это было, опять же, процедурное довольно. Сейчас следующим этапом они начнут рассматривать дело по существу, и по существу у Украины, если я не ошибаюсь, 15 или 14 пунктов нарушения прав, и это все связано с тем, что Украина говорит о том, что в России
принята практика, административная практика, то есть эти дела не расследуются системно Россией, связанные с незаконными убийствами людей, с похищениями, связанные с незаконными арестами, пытками, негуманным обращением. То есть там целый набор, как бы основной набор прав человека, включая в том числе и то есть как бы это такие основные фундаментарные, включая и такие меньше там права человека связаны больше там с какими-то культурными вещами, если я не ошибаюсь. То есть это такой целый список о том, что Россия системно нарушает права человека в Крыму. И опять же собран довольно большой массив документов. И вот это будет основное рассмотрение по существу. То есть суд должен будет решить, нарушает ли Россия системно права человека в Крыму, и если нарушает, то обязать ее, естественно, прекратить это, провести расследование и выплатить компенсацию. То есть решение ЕСПЧ не будет никак связано со статусом территории, с военными действиями. То есть вопрос будет связан только с нарушением прав человека, начиная с 27 февраля 2014 года. А есть ли какая-нибудь судебная или, может быть, несудебная инстанция, куда можно обратиться с иском или жалобой на оккупацию территории, на ведение агрессивной войны, на пытки, на издевательства, ну вот на все то, чем Россия занимается на украинской территории? Полномочия как бы рассматривать такие вопросы есть у Международного суда ООН, но, к сожалению, нет возможности в отношении России, потому что Россия не признала обязательно юрисдикцию Международного суда ООН, то есть они признают юрисдикцию только в рамках конкретных договоров. Если бы Россия признала, то есть в этом должна быть суть Международного суда ООН, что люди могут, страны, точнее, могут туда идти и как бы спорить об этом. Да? Ну, в отношении России такой возможности нету. Другая возможность, которая могла бы появиться, это Международный уголовный суд. Международный уголовный суд в своем статуте имеет также преступление агрессии, которое статут Международного уголовного суда был принят в 1999 году, но именно этот вопрос агрессии откладывался, и буквально это преступление как бы развернуто как таковое приняли только пару лет назад. То есть эта статья не будет иметь обратной силы с одной стороны, то есть нельзя будет судить за преступление с 2014 года. С другой стороны, можно было бы говорить о том, что это преступление длящееся. С одной стороны. С другой стороны, как мы помним, именно примерно в тот момент, после того, как приняли преступление агрессии, Россия отозвала свою подпись от Римского статута. И еще несколько лет они все равно будут обязаны не нарушать сам Римский статут, но тем не менее, опять же, Россия не подписала эти документы. И здесь мы приходим к этому конфликту, о котором мы уже упоминали. Да, как бы сейчас международное право действует так, что оно работает в отношении тех стран, которые, несмотря на то, что на что страны эти сами соглашаются. И большой вопрос, который сейчас стоит как бы с многими идущими кризисами в мире, это что делать с теми странами, которые не берут на себя такие обязательства или которые их нарушают и берут, да, и ну, как бы, то есть потому что невозможно просто так смотреть на то, что происходит, да, но с другой стороны сейчас не хватает каких-то юридических действий, что можно делать в этой ситуации. То есть тот ответ, который был дан с конца 90-х и там до начала 2000-х, это военные операции, военные вторжения, то, что было в Кувейте, в Афганистане, в Ираке. На это страны США и Западной Европы не пойдут больше. Да, все-таки это очень большие расходы человеческие и финансовые на военные операции. В целом они не поддерживаются сейчас. И сейчас стоит большой вопрос, как бы, что делать тогда с такими странами? То есть что делать с вопросом агрессии России не только в отношении Украины, но и в регионе, но и против Молдовы, и против Грузии, потому что пока что ни в какой вот прям нет такой процедуры понятной, четкой, куда можно было бы обратиться в отношении преступлений агрессии, которые совершает Россия. А тем временем, всего несколько дней назад, в самом начале августа, так называемые российские власти Крыма сообщили о том, что готовят какие-то новые судебные иски, в том числе и в международные судебные инстанции, за так называемую водную блокаду Крыма. Что это могут быть за иски? И вообще, какова может ждать судьба эти иски, если Россия пойдет с ними в какие-то международные инстанции?
Мне сложно представить на самом деле, куда они могут с ним пойти. То есть, может быть, это имелось в виду, опять же, поддержка этого иска ЕСПЧ России против Украины, но опять же у крымской власти нет никакой легитимности, чтобы подавать, то есть, не знаю, может быть, они будут представлять России там какие-то дополнительные документы, не знаю, сложно представить. Ну, кроме этого, наверное, это могут быть просто какие-то арбитражные процедуры, может быть, какие-то эти документы по водным ресурсам. Я, честно говоря, не знаю детально эти договора. Может быть, они предполагают какую-то ситуацию разрешения спора, да, какой-то механизм, как арбитраж или как обращение в Международный суд ООН. Но опять же, крымская власть, де-факто крымская власть как таковая не может сама никуда подать иск, то есть ну, у них просто его не примут, просто будет отказ в рассмотрении дела. Очевидно, что все это все равно будет делаться через Россию. Не знаю, захочет ли Россия новый подобный иск после такого иска, как в ЕСПЧ. То есть все-таки подготовка иска — это довольно большая, серьезная вещь. Но опять же, как бы я не знаю, какие именно процедуры они могли бы использовать. И опять же, то, что ЕСПЧ сказал, что есть эффективный контроль России с февраля 2014 года, ну, как бы предполагается, что тогда это, если есть контроль России, это и обязанность России тогда заниматься поставками воды и другими вещами, то есть тогда непонятно, каким образом, особенно де-факто крымская власть, которая говорит, что они не имеют отношения к Украине, каким образом они пытаются объяснить, что есть юридические обязательства, но это будет противоречить их позиции о том, что якобы они вышли из состава Украины. То есть это все как бы взаимно противоречащие друг другу вещи. Ну и, конечно, на самом деле, вот я думаю, вопрос агрессии — единственный орган, как бы, который может рассматривать, если не суд, это Совет Безопасности ООН. Но, к сожалению, учитывая, что Россия является постоянным членом, Совет Безопасности состоит из 15 стран, 5 из которых постоянные члены, которые могут заветировать любое решение. Да, и, конечно, Россия заветирует любое решение в отношении России, поэтому как бы Но, тем не никаких менее, механизмов. если вот смотреть на эти так называемые судебные иски от самопровозглашенных властей Крыма, получается так, что любой суд международный, вменяемый, им скажет: так, оккупировали, теперь сами кормите и поите. Не можете кормить и поить? Прекратите оккупацию, отдайте хозяевам. Такая должна быть схема или такая будет схема? Ну, как бы она такая и есть. То есть вопрос в том, что как бы в этом и есть логика. Если вы говорите, что это ваша территория, и вы над ней имеете эффективный контроль, что в принципе признано, и мне кажется, как бы Украина не отрицает того, что есть контроль России сейчас над Крымом, тогда вопрос, что тот, кто осуществляет контроль, тот обязан, тот ответственен за соблюдение прав. Как по праву прав человека, так и по международному гуманитарному праву. Ну, как бы, если вы не можете выполнять эти обязательства, ну, то есть такого нету, что вы не можете, ну, вы обязаны тогда вы обязаны найти эти способы, как выполнять эти обязательства. То есть в этом вопрос. А если они заявляют о том, что у Украины есть обязательства поставлять воду, то тогда как бы возникает вопрос, ну, какое основание для этих обязательств? То, о чем как бы можно говорить, о том, что если у Украины есть суверенитет над этими территориями, то есть и обязательства. Но мне кажется, крымская власть, наверное, так не сможет заявить. Да? То есть в этом как бы есть противоречие, что обязательства у того, кто осуществляет контроль. Вы говорили о Ну, том, как что бы. есть еще в ЕСПЧ, в Европейском суде по правам человека, частные жалобы от граждан Украины к России, связанные с Крымом. А какого рода частные жалобы? Кто подает иски к России из украинских граждан и чего они требуют? То есть это все иски, связанные, опять же, всегда помню, что ЕСПЧ — это иски, связанные с нарушением прав человека, поэтому, естественно, большинство этих исков — это о нарушении прав человека, и в первую очередь это ну, так называемые существенные нарушения — это похищение людей, это убийство, это незаконное лишение свободы, пытки, суды. То есть, в принципе, как бы в общем, по
так или иначе по делу каждого политзаключенного подаются иски в ЕСПЧ, да, то есть это может не всегда об этом говориться публично, но более-менее у всех людей у нас, у кого есть независимые адвокаты, эти дела подаются в ЕСПЧ, и некоторые из них идут против Украины и против России, некоторые только против России, опять же, в зависимости от периода и того конкретно, что происходит с человеком. Поэтому, как правило, сейчас, опять же, после этого решения по юрисдикции ряд этих дел Европейский суд не рассматривал, ожидая вот этого вот решения, да, о котором мы говорим по межгосударственному иску. Я надеюсь, что сейчас как бы суд пустит эти дела в процесс, и они будут рассматриваться. Целая другая категория дел связана еще с недвижимостью, связанная с собственностью, со свободой перемещения, да, но опять же это все дела, которые мы говорим так или иначе, фундаментальные права, которые прописаны в Европейской конвенции. Есть же еще одно важное, громкое дело, которое вот сейчас, я так понимаю, на летний период, оно сейчас не рассматривается, но тем не менее будет продолжаться. Это дело, связанное с уничтожением в небе над украинским Донбассом Боинга MH17 летом 2014 года. Этим делом занимается сейчас не ЕСПЧ, не Международный суд в ООН, не Международный уголовный суд. Этим делом, насколько я понимаю, занимается Национальный суд Нидерландов. В связи с этим вопрос, а кто может быть тогда нести ответственность перед Национальным судом Нидерландов и какова задача того процесса, который сейчас проходит в Нидерландах? Да, это на самом деле правильно, это национальный процесс. И важно понимать, что Нидерланды до начала, ну, и этого процесса и расследования, они предпринимали усилия, чтобы это был международный трибунал. То есть в том числе вопрос о сбитии Боинга рассматривался в Совете Безопасности ООН и предлагалось, чтобы учредили специальный международный трибунал. И эта резолюция была заблокирована, заветирована Россией. И я не помню, был ли еще Китай или нет, но было наложено вето. Поэтому как бы опять же никакой возможности для международного процесса отдельного, именно специального трибунала по MH17, к сожалению, не осталось. И то решение, которое приняли Нидерланды, проводить это внутри своей национальной системы, то есть уголовного права. В национальном уголовном праве, опять же, общая концепция, что государство имеет юрисдикцию над теми преступлениями, которые происходят на его территории. То есть как бы это обычно такой этот принцип территориальности. Но в исключительных случаях государство может рассматривать также дела, если пострадали его граждане, или если его граждане совершили это преступление, или если это серьезное нарушение прав человека, когда это, например, преступление против человечности, пытки, насильственные исчезновения. Да? Но это как бы пока в сторону. Нидерланды рассматривают это дело именно с точки зрения, что абсолютное большинство погибших и пострадавших, соответственно, их семей, это граждане Нидерландов. И была создана такая совместная следственная группа, то есть тоже это очень важно, что Нидерланды не просто проводят это сами, а это сотрудничество стран, основанное на меморандуме, то есть это все страны, которые были включены, в том числе и Украина, и Малайзия. И не раз как бы прокуроры нидерландские говорят о том, что расследования проводились совместной группой. Но процесс как бы рассматривается окружным судом Гаги, то есть первая инстанция, и там немножко другой как бы процесс, то есть там есть в целом у суда в том числе функции расследования, то есть то, как сейчас идет процесс, это следственный судья его ведет, то есть это у суда больше роли в расследовании, чем мы привыкли в наших судах. Конечно, Нидерланды, для них это один из ключевых процессов, и очень много, очень много они вложили, чтобы процесс был максимально открытый, то есть идут трансляции всех процессов, их можно смотреть. Для какого-то ограниченного количества людей, в том числе из-за ковида, из-за как бы самих небольших залов, делается все равно исключение, родственники периодически присутствуют, например. Да, то есть это национальный уголовный процесс. Обвиняемых сейчас 4 человека, 3 гражданина России, 1 гражданин Украины, так или иначе как бы связанные все с так называемыми силами ДНР, то есть один из них как бы хорошо известный полевой командир Гиркин,
ну, как бы и там Дубин, то есть, в общем, ну и как бы и остальные люди, которые так или иначе связаны с военными ДНР, это такой, грубо говоря, средний уровень тех, кто следил, тех, кто непосредственно как бы выполнял ну, выполнял как бы саму эту так называемую Совершал операцию, я не знаю, как преступление. они называют. Да, да-да-да. Скажите, Есть пожалуйста, вопрос хороший по как бы тем, кто принимал это решение, да, по как бы более такой по руководящим людям позиции. Этого процесса пока нету. Я не исключаю, что, возможно, после того, как будет завершен тот процесс, который сейчас идет, возможно, следующая стадия расследования в Нидерландах будет посвящена уже как бы высшему такому высшему звену командному. то есть сейчас получается, что даже если будет доказано, а скорее всего будет доказано, причастность этих конкретных людей к уничтожению и вообще к агрессии на территории Украины, захваченной российскими наемниками, то дальше обвинений в адрес или там в каких-то судебных решений в адрес этих конкретных персонажей, которые, скорее всего, занимались непосредственно переброской ракетной системы и ее разворачиванием, отдавали приказ о пуске ракеты, вот дальше дело не пойдет. Никакого Шойгу, никакого Путина, никаких прочих персонажей суд в Нидерландах не сможет, что называется, привязать к этому делу. Ну, на данный момент расследование все сосредоточено в отношении этих 4 людей, и на самом деле как бы это довольно показательный процесс с хорошей точки зрения, то есть того, каким должен быть состязательное и справедливое правосудие. Из этих 4 людей, я напомню, 3 отказались вообще от всяческого контакта с судом, и только один из них имеет адвокатов, 2 нидерландских адвоката, один российский, которые от его имени в суде работают. И для тех, кто хоть немного следил за процессом, я думаю, многие видели, что особенно этим летом очень много заседаний было именно по ходатайствам защиты, многие из которых просто как бы нацелены на то, чтобы затянуть процесс, то есть это повторяющиеся ходатайства, не имеющие сильного отношения к самому процессу. То есть, ну, целый ряд из них прямо для того, чтобы затягивать процесс. Но, тем не менее, это важно, что как бы судья рассматривает эти все ходатайства, выносит решение, да, там большинство из них отказывают, но, тем не менее, ряд удовлетворяются также. И поэтому как бы это сейчас такой процесс. То есть было расследование, эти 4 людей подозреваемые, идет процесс только в отношении них, никого на данный момент не рассматриваются кто-то другой. Насколько я знаю, что расследование все равно продолжается, и об этом заявлялись, в том числе было заявлено, и когда начинался этот судебный процесс, что расследование будет продолжаться. И, например, в том числе BBC там публиковала такой расследовательский материал о том, что кто причастен к этому именно к командующим, к высшему командующему звену среди российских военных, да, уже как бы непосредственно российских чиновников. Я надеюсь, как бы, ну, что будет дальше проходить расследование и по следующему этому командному звену. Но да, пока что она связана с этими 4. Важно, что несмотря на то, что конкретно этих 4 людей, все равно суд будет так или иначе рассматривать причастность России как государства к этому. И точно так же будет вопрос компенсаций, потому что большинство как бы жертв, то есть родственников погибших, подали гражданские иски о компенсации. И, конечно, опять же, голландскому суду в определенной мере важно понять роль России, чтобы понять, обязана ли Россия выплачивать эти гражданские иски. Мы еще сегодня касались темы, и надо бы, наверное, сейчас ее продолжить, готовящегося иска Украины в ЕСПЧ к России уже касательно не Крыма, а Донбасса. Что это будет за иск и насколько он важен вот в деле установления истины, в деле привлечения виновных к развязыванию войны, виновных в развязывании войны или в продолжении этой войны к ответственности? Иск на самом деле подан уже, и уже был подан не один иск по Донбассу, их тоже подано несколько. То, что будет осенью этого года в ноябре, будет тоже рассмотрение жалобы по Донбассу. И опять же, когда мы говорим про Европейский суд по правам человека, это все касается нарушений прав человека. То, что будет сейчас рассматриваться, это будет
подобно тому, что рассматривалось в начале года по Крыму. Да, это стадия так называемой юрисдикции. То есть и это существенный и сложный вопрос по Донбассу, то что Россия говорит, что они не имеют никакого отношения к тому, что происходит и происходило на Донбассе. Э, Их нет там, и никакого контроля над этой территорией у них нету. У Украины здесь намного более сложная задача, чем по Крыму. То есть по Крыму вопрос был, с какого момента начинается контроль, но Россия не отрицала сам по себе контроль. Здесь Россия отрицает, и задача Украины доказать, что Россия имеет эффективный контроль над Донбассом, ну и, соответственно, опять же, с какой даты и над какой территорией, потому что, опять же, в связи с боевыми действиями менялось тоже какое-то время момент территории, которую Россия контролирует. И это сложная задача, и это явно будет сложный процесс. То есть, опять же, это будет касаться только стадии юрисдикции. После того, как будет вынесено решение по юрисдикции, будет рассматриваться суть, то есть какие права нарушены и имеет ли Россия отношение, да, к нарушениям на Донбассе. Но кроме этого иска в ЕСПЧ, я напомню, что есть еще, мы тоже сегодня упоминали об этом, есть еще другие инстанции, в которых рассматривается вопрос Донбасса. Это Международный суд ООН в Гааге. Он рассматривает тоже иск Украины против России и по Крыму, и по Донбассу. По Донбассу он касается финансирования терроризма. И с другой стороны, ЕСПЧ тоже есть иск в ЕСПЧ тоже по малазийскому Боингу. И это тоже один из вопросов, пока ЕСПЧ не рассматривал его, но опять же это один из исков, посвященный этому, поэтому на самом деле многие как бы из этих вопросов рассматриваются в разных инстанциях, но все они касаются немного разных аспектов происходящего. Вот у нас несколько минут до конца осталось, где-то, наверное, около 3-4 минут. Хочу вас уточнить. Есть этот иск от Украины к России в международный суд в Гааге, который в 2017 году был подан. И там конкретные преступления, там вполне себе вот те преступления, в которых есть исполнители, есть конкретные люди, которые их совершали. Ну, там обстрел маршрутки в Волновахе, взрыв, теракт в Харькове, и тот самый Boeing MH17 тоже сбитый, судя по всему, российскими наемниками, а то и кадровыми военными в небе над Донбассом. Как долго может рассматриваться этот иск и каков может быть вердикт суда? Да, это правда, что он рассматривается по конкретным вопросам, и связано это с тем, что, как я упоминала уже, да, это могла бы быть та инстанция, которая могла бы рассматривать в теории агрессию России, вмешательство во внутренние дела, но Россия не согласилась, то есть у них нет такого, они не согласились на обязательную юрисдикцию суда, то есть суд не может рассматривать вообще любые вопросы, и единственная возможность — это нормы в конкретных конвенциях, в конкретных международных договорах. И именно это как бы Украина и использовала как возможность подать в Международный суд ООН. По Крыму это Конвенция о ликвидации расовой дискриминации, и это вопрос как бы тоже не в терминологии международного права не преступление, но нарушение международного договора, нарушение международных норм, и мы тут говорим о ответственности всего государства. И это то, что Крыма касается ликвидации расовой дискриминации. По Донбассу единственная возможность, которую нашли, это о финансировании терроризма. Конвенция о финансировании терроризма, и Украина обвиняет там Россию в том, что они финансируют терроризм. На мой как бы личный взгляд, позиция Украины именно вот по Донбассу в международном суде одна из, самая слабая, если мы сравниваем с другими судебными процессами, потому что именно там как бы мы говорим не о том, что в целом там Россия напала или нарушает права человека, мы говорим, что единственная как бы проблема — это то, что Россия финансирует терроризм. И это сложная вещь, чтобы доказать. То есть сложно доказать, во-первых, то, что все происходящее на Донбассе — это терроризм. То есть, правда, как вы упомянули, там пытаются доказывать через отдельные прецеденты, но опять же в преступлении терроризма должен быть специальный умысел, чтобы наводить такой страх и террор на гражданское население. Это сложно доказуемые вещи даже в уголовном праве. Поэтому, опять же, это сложный процесс, это сложная очень задача Украины доказать это. То, что касается Крыма в международном суде, там более
относительно проще, потому что как бы расовая дискриминация довольно очевидна в Крыму. Этот процесс, опять же, тоже займет несколько лет. Было вынесено уже решение о срочных мерах, и это было именно в отношении Крыма по 2 пунктам. Тогда Международный суд сказал, чтобы Россия прекратила препятствовать деятельности Меджлиса в Крыму и о том, чтобы было возобновлено обучение на украинском языке в Крыму. Это было такое решение. Решение и рассмотрение по сути займет несколько лет. И опять же, это будет не быстрый процесс, к сожалению. Спасибо вам огромное, Евгения. Я напомню, что гостем сегодняшней программы «Правим о-царски» в эфире телеканала АТР была Евгения Андреюк, правозащитница, советник по правам человека из Всемирной организации против пыток. На этом прощаемся. Всего вам доброго и счастливо.